Вы смотрите «Итоги дня». Мы расскажем о самых значимых событиях, произошедших за сегодняшний день. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И в начале коротко о темах. С каждым днем посетителей несанкционированных пляжей становится все больше. Один из таких на территории 203-го микрорайона. Наш корреспондент принял участие в рейде по профилактике нарушения техники безопасности. Отмечается сезонный подъем уровня заболеваемости инфекционными болезнями, в том числе у детей. Расскажем, на какие симптомы стоит обратить внимание и как обезопасить ребенка. В Алекминске можно делать свою муку. Это доказали супруги Ощепковы. Планы на текущий год амбициозные – поставить рекорд и освоить 100 гектаров. Переработка твердых коммунальных отходов в регионе набирает обороты. Якутский проект по поддержке цеха вторсырья дает свои первые результаты. Ответим на вопросы, как работает компания и какие меры господдержки. Нерюнгринский клуб туристов «Вездеход» набирает все большее количество участников. На полученный грант приобрели необходимое снаряжение, а в минувшие выходные состоялся первый выход. По состоянию на утро 26 июля в Верхоянском районе по предварительным подсчетам пострадали всего 428 жилых домов. Из них 333 индивидуальных жилых дома, 95 многоквартирных домов, 18 социальных объектов. По предварительным данным, в населенных пунктах Верхоянского района пострадало 2170 человек. По поручению прокуратуры Республики, прокуратуры Хенгаласского района с привлечением специалистов органа контроля проведена проверка обеспечения безопасности граждан на пляже, расположенном в Техтюрском наследии. Установлено, что место массового купания граждан, расположенное на берегу реки Лена, не оборудовано и не является разрешенным для купания. Вместе с тем, с отдыхающих при входе на пляж взималась плата. При этом безопасность граждан вовсе не обеспечивалась. Прокуратура внесла главе наследия предоставление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования взимание платы с граждан прекращено. На месте купания организовано постоянное дежурство. Между тем, жители и гости столицы в период жарких летних дней все больше времени проводят на водных объектах, в том числе несанкционированных. Одним из самых излюбленных таких мест по-прежнему остается пляж на территории 203-го микрорайона. Наш корреспондент Алексей Степанов принял участие в рейде по профилактике нарушения техники безопасности на водных объектах. Жилеты обязательно к берегу, пожалуйста, за жилетами. Проводим рейды. Сейчас начался с 25 по 31 июля второй этап акции «Вода. Безопасная территория», в рамках которого проводятся совместные рейды с инспекторами ГИМС, МОМ, ВД Якутска и структурными подразделениями окружной администрации города Якутска, ежедневные рейды по несанкционированным местам купания. Напоминаем правила безопасности на водных объектах, и чтобы родители следили за своими детьми, чтобы дети не купались без присмотра. Здесь, на необорудованном пляже, часто можно заметить детей, которые приходят купаться без сопровождения взрослых. Юных любителей активного отдыха никак не смущает отсутствие спасателей, оградительных буйков, а также то, что здесь никто не заботится о чистоте песка и воды. Дети, то, что купаются без присмотра, это чревато их жизнью. Должны следить, в первую очередь, родители, да, и ответственность за них несет в основном сам родитель. С начала купального сезона на водных объектах республики погибло более 40 человек. Последний трагический случай был зафиксирован на прошлой неделе, как раз таки здесь, на несанкционированном пляже 203-го микрорайона. Молодой человек поплыл до опоры ЛЭП, но вернуться обратно на берег сил не хватило. Специалисты отмечают, что часто причиной трагедии становится употребление алкоголя. Чреваты тем, что они, получается, люди у нас как бы в пьяном алкогольном опьянении купаются, заплывают на дальние места. Это может дать давление, и человек может утонуть. Как бы то, что места эти не проведены, не оборудованы, там затоплены катера, бутылки разбиты, могут человек пораниться, как бы так сказать. Инспектор ГИМС во избежание трагических случаев призывает придерживаться самых простых правил безопасности. Купаться только на оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра и не распивать спиртное. Алексей Степанов, Григорий Николаев, Якутск.
По информации оперативного штаба по тушению лесных пожаров, за последние сутки обнаружено 17 новых возгораний на площади 955 гектаров. Всего действует 73 лесных пожара, из них тушится 11. В тушении задействовано 654 человека и 28 единиц техники. Ликвидировано за сутки 5 лесных пожаров. Также планируется работа самолетом-зондировщиком Ан-26 «Циклон» и самолетом Як-42 в опасных районах. Ведется авиационный и космический мониторинг на территории Лесного фонда республики. Напомним, указом главы в республике действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также действует особый противопожарный режим. Перейдем к эпидобстановке. На 26 июля выявлено 48 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в городе Якутске 23 случая, в Верхневилюйском и Мирнинском районах по 4. По 2 заболевших в Нерюнгринском, Татинском и Хангаласском районах. Единичные случаи заболевания зафиксированы еще в 11 районах республики. Низкие темпы ревакцинации в Алданском, Верхоянском, Горном, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и в городе Якутске. Подхватить простуду можно даже летом. Врачи отмечают сезонный подъем уровня заболеваемости инфекционными болезнями, в том числе у детей. На какие симптомы стоит обратить внимание и как обезопасить ребенка, расскажет Саргалана Неустроева. Основная причина вспышки сезонной инфекции летом – жара. Спасаясь от высоких температур, люди пользуются кондиционерами и купаются в водоемах. Все это вызывает переохлаждение и, как следствие, простуду. Между тем, летом высок риск подхватить и кишечную инфекцию. Это употребление каких-то продуктов питания, либо плохой термической обработки, либо несоблюдение правил личной гигиены, или употребление пищи, приготовленной в каких-то некачественных условиях, либо это могут быть вирусные кишечные инфекции, которые передаются как контактно-бытовым путем, так и воздушно-капельным путем. При купании это проглатывание воды в водоемах и так далее. От сезонных подъемов заболеваемости, как правило, страдают дети. Так, в день детская инфекционная больница принимает порядка 40 обращений. Специалисты предупреждают, при первых симптомах инфекции ни в коем случае не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. В первую очередь при любых инфекционных заболеваниях это высокая лихорадка. Температура может быть 39 до 40. Может быть у ребенка симптомы какие-то катаральные, это кашель, насморк. У детей с кишечными инфекциями это частая рвота, частый жидкий стул. И мы опасаемся обезвоживания. Дети у нас очень быстро уходят в такое осложнение, как обезвоживание. Поэтому родителям обязательно нужно обратиться за медицинской помощью к участковому педиатру. При этом часть обращений в инфекционку относится к лор-заболеваниям. Купание в водоемах чревато попаданием воды в ухо. Отсюда вытекают неприятные последствия. Однако это не значит, что купаться вовсе запрещено. Просто важно соблюдать несколько простых правил. После того, как покупался, обязательно должен хорошо просушить ушную раковину, да? То есть естественным путем наклона головы, да? Освободить воду, которая попала в ушную раковину. Ну и если уже появились какие-то основные первые признаки, то есть болевой, заложенный дискомфорт, обратиться к специалистам. А еще лучше предупредить заболевание, то есть провериться у врача на наличие патологий до начала купального сезона или перед длительной поездкой. Тогда никакой отдых не испортит внезапно подхваченная инфекция. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Первый рыбный цех общины Алайха открыли сегодня в Чукурдахе. На открытии присутствовал глава республики Ясен Николаев в рамках своего рабочего визита в район. Переоборудованный цех в день может переработать около 200 килограммов свежей рыбы. На встрече с местным рыболовецким хозяйством показали, как свежевыловленную рыбу сортируют и замораживают. Цех будет ориентирован в основном на местное население. Также глава региона осмотрел строящуюся школу на 257 мест. Данный объект считается долгостроем. Строительство начали в прошлом году. Ясен Николаев поручил правительству республики сдать школу в следующем году в начале нового учебного года. Помимо этого, глава республики отметил, что в дальнейшем район будет развивать оленеводческое направление, потому что испокон веков Чукурдах славится не только рыбой, но и оленями. Несколько лет назад поголовье оленей здесь, которое в советское время достигало 20 тысяч, было практически обнулено.
Вот, мы за прошлые годы приняли ряд решений по возрождению оленеводства здесь, в Алаяховском улусе. Сейчас здесь уже их свыше 2000. Сейчас поставлена задача в ближайшее время еще помочь улусу с покупкой племенных оленей в других районах, чтобы здесь уже было 3 полноценных стада. Конечно же, эта работа такая, знаете, взаимоответственная. Это не только должен Минсельхоз заниматься. Конечно же, в первую очередь район, наслега, хозяйство сами тоже должны приложить к этому максимум усилий. В прошлом году супруги Ощепковы из Алекминского района доказали, можно в Алекминске делать свою муку. Своим хлебом угощали, да и про себя не забывали. Земли в крестьянском хозяйстве было уже порядка 60-70 гектаров. Но уже в январе этого года Зарема и Виссарион вместе с детьми решили сделать свой рекорд – освоить 100 гектаров. К столетию республики супруги Ощепковы решили сделать свой подарок. Решили к столетию Якутской АССР сделать объему довести до 100 га. Попросили, написали заявление, Иван Виссарионович написал в главе Макаров, в то время Макаров, чтобы в Тюгрюке 15 га и в Булгунях-Тате это сколько получится. Тюгрюки нам не дали, но в Булгунях-Тате сказали, вот возделайте вот этот горельник под пашню, под это. Так что работа у нас предстоит большая. Земля всегда кормилица, уверен опытный фермер из села Допара Виссарион Ощепков. На этот год у его сына несколько участков, где выращивают зерновые, семена проверенные. Отправили овес в элитный сорт, овес талисман и ячмень Ача. Эти 2 сорта, они хорошо выросли в прошлом году, мы их посеяли. Себя очень хорошо показали именно в Алекминском нашем районе. Они созрели. Только на поры в этом году 60 гектар. Кроме того, в планах восстановить земли под горельником. Еще мы брали 40 гектаров леса, ну, горельник в административном районе Допарая. Осенью хотим эти леса вырубить и сделать пашнями. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Переработка твердых коммунальных отходов в регионе набирает обороты. Якутский проект по поддержке цехов вторсырья дает свои первые результаты. В этом году за 3 месяца утилизировано более 14 тысяч кубометрических метров отходов. О том, как работает компания и о мерах господдержки, смотрите в материале Светланы Амосовой. В апреле этого года на базе Якутской экологической компании установлена и введена в эксплуатацию техника для производства полимер-песчаных изделий. Все вторсырье, вывезенное с городских пунктов, попадает сюда на базу. Это то самое новое оборудование, благодаря которому происходит и весь процесс. Сначала полиэтилен измельчается, затем смешивается с речным песком, а после проходит через пресс и превращается в тротуарную плитку. Реализовать проект удалось за счет субсидии государственной программы на приобретение оборудования по обращению с отходами на сумму свыше 14 миллионов рублей. По итогам апреля, мая, июня текущего года было переработано 14 тысяч кубических метров отходов, из которых было изготовлено 23 тысячи квадратных метров полезных изделий. В зависимости от пресс-формы компания производит различную строительную продукцию – бордюрные камни, доски, скамейки, плиты. Вот таким образом проверяют на прочность производимую из пластика тротуарную плитку. Первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников отметил, что проект имеет хорошее будущее и полезен для региона. В текущем году за счет госбюджета тоже мы, благодаря поддержке правительства, такую меру поддержки региональным операторам оказываем. Рекоператорам арктической зоны на переработку отходов масла по оборудованию по сжиганию предоставили субсидию. И также
мы вот сегодня обсудили, возможно, здесь будет поддержка также рекуператора центральной зоны в части переработки отходов из стекла. Данную программу мы полностью поддерживаем и хотим ее, как сказать, расширять. Якутская экологическая компания планирует в год выпускать около 100 тысяч квадратных метров полезных отходов – полимер песчаных изделий. Но для этого необходимо, чтобы горожане имели возможность раздельного накопления мусора. И следующий важный шаг – это развитие инфраструктуры сбора вторсырья. Как только это будет доступно, ну, примерно там в шаговой доступности от дома, то тогда объем накопления будут, конечно, расти уже стремительно. Приобретение нового оборудования для переработки позволит якутской компании значительно расширить возможности по изготовлению экологических предметов. В этом году общая сумма поддержки составляет 50 миллионов рублей. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. Сегодня Управление автомобильных дорог Республики в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» провело проверку ремонта автомобильной дороги Битюн в Чурапчинском улусе. В сторону села Мындага идет ремонт дороги общей протяженностью 12 километров 800 метров. Ремонт проводит подрядная организация «Строй-В». Ну, первый участок земполотно полностью закончили. Сейчас отсыпкой дорожной одежды занимаются. Да? Ну и установка знаков остается. По трубам тоже все полностью закончили. А на втором участке они на сегодня занимаются этим. Ну, земполотно отсыпают. Вот, по наличию техники и вообще, в общем, если взять на этом участке, у нас как бы пока особых таких замечаний нету, потому что сейчас они по графику работают. И у нас завершение работы 30 сентября запланировано, и по графику мы, наверное, закончим этот объект. В Ленске на стадионе «Алмаз» идет установка новой спортивной площадки. Предназначен спортивный объект для подготовки школьников к ГТО. Но пользоваться ей смогут все ленчане без исключения. Площадка станет притяжением для всех желающих заниматься физической культурой и спортом. На какой стадии находится установка площадки, узнавала наша съемочная группа. Очередной спортивный объект появился на территории стадиона «Алмаз» – площадка для подготовки к сдаче ГТО. Досталась Ленску она в рамках федеральной программы развития физической культуры и спорта по проекту «Спорт. Норма жизни». В 2020 году с Министерством по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» Ленский район участвовал в конкурсе и удостоился уличных тренажеров на сумму 2 миллиона 300 тысяч рублей. На сегодняшний день установка завершается. Работы, получается, по монтажу, по бетонной площадке обошлись 2 миллиона 80 тысяч. Средства на ее монтаж были выделены из районного бюджета. Спортивная площадка для выполнения комплекса ГТО состоит из прочного резинового покрытия. Установлен на нем комплекс уличных тренажеров. Тут силовые и кардиотренажеры на все группы мышц, гимнастические скамьи, шведские стенки, рукоходы, мосты для сгибания и разгибания рук, турники и различные тренажеры для испытания рывка гирь и прыжков в длину. Различные инерционные тренажеры, значит, велотренажеры, так называемые имитации лыжных ходов, тренажеры и так далее. Для выполнения упражнений и для мышц спины, тулы, значит, передней, задней поверхности туловища, для упражнений ноги, руки, все можно здесь прокачать. Площадка универсальная. Здесь любой спортсмен Ленска, каким видом спорта бы он ни занимался, найдет для себя нужный тренажер. Работать она будет, как и сам стадион, ежедневно с утра до позднего вечера. Надо сказать, что сегодня наш Ленский стадион достаточно хорошо оборудован. Здесь и хоккейный корт, современные беговые дорожки, футбольное поле, поле для пляжного волейбола, несколько спортивных площадок с тренажерами, а также детская игровая площадка. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Клуб туристов «Вездеход» в Нерюнгри набирает все большее количество участников. Напомним, молодежный туристический клуб в этом году получил поддержку грантового конкурса Росмолодежи. На полученные средства организаторы приобрели необходимое снаряжение для занятия туризмом. А в минувшие выходные состоялся первый выход. Конечной точкой туристического маршрута была выбрана так называемая Лысая Сопка. Это самая высокая гора в окрестностях. Ее высота более 1200 метров. А называется она так из-за своего вида. С вершины открывается панорамный вид на город, на поселок Серебряный Бор и Биркакит. В рамках проекта мы на нее сходили, посмотрели, так сказать, это был пробный выход перед более сложными походами, чтобы ребята могли себя попробовать.
оценить свои силы вообще, как способны они. Вот. Мы прошли где-то в порядка 16 километров. У нас заняло на это 8 часов. Перед походом все участники прошли обучение. Необходимые навыки, которые должны знать туристы, это основы спортивного ориентирования, правила поведения в лесу, особенно во время пожароопасного периода. Ну, поход был сложный в плане вот того, что было много веток, было очень много препятствий. А так поход понравился, виды там очень классные. И мы всей своей большой компании, нам это очень понравилось. В настоящий момент в туристическом клубе «Вездеход» более 70 участников. Вступить в него могут как новички, так и опытные туристы в возрасте от 14 до 35 лет. Впереди большие планы – походы, сплавы, восхождения. А между ними обучающие занятия и подготовка к покорению новых вершин. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Выставку «Сокровища» Третьяковской галереи посетили более 11 тысяч человек. Масштабный выставочный проект продолжает радовать жителей и гостей столицы. Выставка начала свою работу 2 июня и уже должна была завершиться, но по многочисленным просьбам была продлена до 11 сентября. Экспозиция проходит в Национальном художественном музее. 50 картин и 6 скульптур, представленные в галерее, окунут посетителей в мир классического искусства. Отметим, что многие из представленных произведений были сняты с постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Также отмечается, что после возвращения в Москву картины будут помещены в специальный картинный карантин и в течение нескольких месяцев не будут выставляться. Поэтому организаторы призывают не упустить возможность посетить выставку в Якутске. Мы не закрываемся и все лето работаем, и еще захватываем первую декаду, как раз когда дети придут и учиться, уже в школу придут. Так что ждем, чтобы еще большее количество людей пришло и приобщилось к такой великой культуре. Не обязательно лететь в Москву для того, чтобы посетить Третьяковскую галерею, а надо просто прийти на площадь Ленина и подойти в Национальный художественный музей. Наши организаторы Национального художественного музея сделали все возможное, чтобы вот второй этаж у нас превратился именно в Третьяковскую картинную галерею. Она ничем не отличается. Долгожданный эссех состоялся в Санкт-Петербурге. Гости и жители северной столицы ждали праздника 2 года. Организатором выступил Алекминский район. Традиционно наши земляки собрались в местности Ольгино, где был совершен обряд алгыс. Можно было посетить выставки народных умельцев, поучаствовать в спортивных соревнованиях и конкурсе на самую длинную косу. Завершились торжества концертом и общим осохаем. Посетители праздники – сотни человек из разных городов России. На телеканале Матч ТВ 28 июля запланирована трансляция церемонии открытия 7-х международных спортивных игр «Дети Азии», который стартует в эти дни во Владивостоке. Торжественная церемония открытия игр пройдет 28 июля в спортивном комплексе «Фетисов-Арена». В этот день над куполом зажгут огонь международных спортивных игр, который был привезен с Ленских столбов Якутии. В этом году в играх участвуют представители 15 стран и 8 регионов России. Под флагом Якутии выступят 120 юных спортсменов. И в завершение о погоде. В Якутске сохранятся жаркие и сухие дни. Об этом заявила Татьяна Маршалик, руководитель столичного управления Гидрометцентра. В ближайшие 10 дней без осадков 30-градусная жара будет почти по всей Якутии, кроме северо-востока республики. По метеорологическим данным, там ожидаются дожди. В связи с этим, по официальной информации, в течение этой недели сохранится задымленность. На территории республики установилась очень жаркая погода почти для всех районов, за исключением запада территории, это Мирнинский, Ленский район и Колымо-Индигирская группа районов. Значит, в этих районах температура пониже и идут небольшие осадки. В общем-то, на западе республики с грозами. Сегодня отмечались грозы в Ленском, в Мирнинском районе и в Сунтарском. В общем, на остальной территории погода сухая, жаркая, температура воздуха от 31 до 36 градусов. В течение всей недели условия для задымленности будут, но не очень благоприятные. Значит, в случае смены ветра на юго-восточный, южный, значит, задымление будет усиливаться. На этом у нас все. В студии была Валерия Наумова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.